Добрый день. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Коллеги, прошу в чате обозначить свои данные, фамилию, имя, отчество и муниципалитет, чтобы мы потом могли установить, кто у нас с нами работал активно. Потому что всю информацию направляем в министерство. Коллеги, хорошо ли слышно, видно? Пожалуйста, в чате отметьте тоже. Коллеги, хорошо ли слышно, видно? Не вижу пока обратной связи. В чате, пожалуйста, обозначьте 2 плюсика, если хорошо видно и слышно. Так, замечательно. Ухта с нами. Так, хорошо. Коллеги, кто еще не обозначил в чате свое присутствие, пожалуйста, укажите свои фамилию, имя, отчество и муниципалитет, который вы представляете. Итак, коллеги, сегодня мы с вами рассмотрим вопросы сопровождения муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций и рассмотрим вопросы, связанные с организацией муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников. То есть вот 2 таких больших блока вопросов мы с вами сегодня будем рассматривать. Начнем с первого. Вначале немножечко еще об организационных аспектах проведения мониторинга муниципальных механизмов. Цель нашей с вами совместной деятельности заключается в том, чтобы выявить степень сформированности и эффективности функционирования системы управления качеством образования, в данном случае на муниципальном уровне. И напоминаю, да, что научно-методическим координатором выступает Федеральный институт оценки качества образования. Ответственным организатором на территории Республики Коми выступает Коми Республиканский институт развития образования, региональные координаторы я и Галина Михайловна Рубцова, начальник отдела в Республиканском информационном центре оценки качества образования, муниципальные организаторы, коллеги, вы все присутствующие на сегодняшнем нашем мероприятии, и региональные эксперты, которые также назначены приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Напоминаю, что сроки работы для муниципальных организаторов у нас установлены с 15 июня по 15 августа. Оценка проводится на основе результатов экспертизы тех документов и материалов, которые размещаются на сайтах организаций, на сайтах управлений образования. И именно эти документы и материалы должны характеризовать те механизмы управления качеством образования, которые вы представляете. Да? То есть либо на сайтах, либо в каких-то информационных системах, либо в электронных хранилищах эти документы у вас должны быть. Так, я по ходу отмечаю, кто к нам присоединяется. Итак, напомним задачи проведения оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. Мы с вами всю эту важную, сложную работу организуем для того, чтобы выявить те проблемные зоны, которые на сегодняшний день существуют в управлении качеством образования на муниципальном уровне, для того, чтобы в дальнейшем совершенствовать эту деятельность, чтобы выявить те факторы, которые влияют на эффективность муниципальных механизмов управления качеством образования и определить степень связи региональных и муниципальных систем управления качеством образования, поскольку в ходе мониторинга будет осуществляться отнесение результатов оценок региональных и муниципальных механизмов управления качеством образования. Ну и, конечно, также для нас будет важно выявить лучшие муниципальные практики управления качеством образования для того, чтобы этот опыт в дальнейшем тиражировать. Так, фиксирую, кто присоединяется к нам. Итак, коллеги, напомню также основные идеи оценки управленческих механизмов в 2021 году.
Мгм. Оценка осуществляется экспертами, нашими региональными экспертами на основе представленных вами рабочих документов. При этом оценивается концептуальная часть, то есть оцениваются цели, оцениваются показатели, соответствие между целями и показателями, измеримость, достижимость и полнота целей и соответствие всего этого федеральным приоритетам, отсутствие негативных последствий и другие моменты. Также очень важно, что оценивается и практическая часть, то есть наличие собранных вами данных, аналитика, связанная с этими данными, и те меры, которые вы приняли на основе аналитики, а также анализ эффективности принятых мер. И все материалы и критерии, они являются открытыми, они размещены на сайте Федерального института оценки качества образования для всеобщего доступа, и результаты исследований тоже будут затем обсуждены и представлены в открытом доступе. Ну, уже, конечно, в обобщенном виде. Три категории специалистов, которые привлекаются к проведению оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. Это муниципальные организаторы, как раз те, кто сегодня присутствует у нас с вами. Именно муниципальный организатор обеспечивает заполнение форм сбора первичных данных по всем направлениям оценки. И именно муниципальные организаторы направляют форму заполненную на экспертизу, направляют ее региональному координатору в срок до 15 августа. И затем, после того, как эксперты оценят и региональный координатор все перепроверит, вы можете осуществить загрузку данных в информационную систему ФИСОКа до 30 сентября. Установлены сроки. Так. Региональные эксперты осуществляют обработку форм сбора первичных данных, которые региональный координатор им направит, и анализируют соответствие представленных муниципальными организаторами документов, материалов, позиций, оценивания критериев. И затем формы уже с оценками, протоколы направляются региональному координатору. В срок до 10 сентября наши региональные эксперты должны оценку ваших материалов завершить. И затем уже региональный координатор перепроверку осуществляет, заполняет форму для итоговых результатов, направляет ее в Федеральный институт оценки качества образования, срок до 30 сентября. То есть, коллеги, до 30 сентября мы должны с вами все процессы завершить. Коллеги, формы сбора первичных данных, они уже достаточно давно, да, неделя уже точно прошла, размещены в ваших личных кабинетах на ФИСОКа. Вот так выглядит публикация, по крайней мере, в моем личном кабинете. Я думаю, что у вас какая-то идентичная публикация должна быть. И вот именно здесь вы скачиваете форму сбора первичных данных. Коллеги, пожалуйста, обозначьте в чате, получили вы форму сбора первичных данных, скачали, либо еще не скачали. Если у кого-то есть какие-то проблемы со входом в личный кабинет на ФИСОКа, в чате можете это обозначить. Укажите муниципалитет и получено, не получено. Так, Сыктывкар получил, НТА получила, скачали. Хорошо. Удара получили, скачали, замечательно. Карткирос скачали, хорошо. Так, кто-то пока не скачивал, пожалуйста, скачайте. Печора скачала, Книж-Пагур скачал, Троицко-Печорский скачал, замечательно. То есть процесс у нас с вами уже запущен, процесс идет. Коллеги, у кого какие-то проблемы возникают со входом на ФИСОКа, пожалуйста, тоже это в чате обозначьте, чтобы мы понимали, что надо с этим что-то будет делать. Итак, коллеги,
Мгм, Воркута скачали, замечательно. Форма сбора первичных данных– это такая вот электронная таблица, вы ее уже увидели, да? Здесь есть поле для указания кода региона, и после того, как вы указываете код региона, указываете свой логин, то автоматом некоторые поля уже заполняются. Фруктовый скачал, замечательно. Мгм, хорошо. И дальше, да, вы заполняете поле, где ваш муниципалитет, и видим перечень позиций оценивания. По каждой позиции обозначены максимальные баллы в отдельном столбике. И далее есть поля, в которые вы размещаете электронные ссылки на документы и те материалы, по которым оценка будет проводиться. И также поля для комментариев к ссылкам. Коллеги, очень важно обратить внимание, когда вы будете размещать материалы непосредственно уже в самой форме, очень важно, чтобы мы могли затем открыть ваши ссылки, нужно вставлять ссылку как текст. То есть если мы копируем, да, ссылку с адреса в интернете, то мы вставляем через режим специальной вставки. Да, то есть правой кнопочкой выделяем соответствующую зеленую ячейку и выбираем в появившемся меню специальная правка, специальная вставка. И выбираем значение текст. То есть очень важно на это обратить внимание, потому что если мы разместим ссылку как ссылку, то она в дальнейшем может не открыться. И это приводит к тому, что эксперты не смогут ознакомиться с вашими материалами, соответственно, они не смогут дать оценку вашим материалам, поэтому будет поставлен 0. Были такие моменты в прошлом году у некоторых муниципалитетов, что ссылка не открывалась, и, соответственно, пришлось ставить 0. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, чтобы ваши ссылки работали. То есть они не должны выглядеть как гиперссылка, не должны быть голубыми и подчеркнутыми, они должны выглядеть как текст. И эксперт потом этот текст из вашей ячейки копирует, вставляет, соответственно, в окошко браузера и уже потом переходит по этой ссылке. То есть напрямую переход по ссылке не будет осуществляться. Это важный момент технический, но на нем я специально остановила ваше внимание, чтобы вы понимали, что неправильное заполнение формы тоже может привести к снижению баллов, независимо даже от того, что материалы у вас будут представлены. Итак, коллеги, напоминаю алгоритм заполнения формы сбора первичных данных. То есть муниципальный организатор скачивает форму сбора первичных данных. Мы убедились, что большинство из вас уже это сделали. Замечательно. Затем вы заполняете поле для указания кода региона, для указания наименования региона, для указания наименования муниципалитета. И заполняете поля для размещения электронных ссылок на те документы и материалы, по которым проводится оценка, и поля для комментариев. Очень важно, чтобы к каждой ссылке был какой-то комментарий. Да? Причем, если документ у вас располагается на нескольких страницах, да, больше 10 страниц, то в комментарии вы отмечаете, на какой именно странице нужно смотреть те данные, которые вы хотите продемонстрировать. Перед тем, как отправлять форму, да, вы должны удостовериться, что все ссылки открываются, все представленные документы соответствуют требованиям предоставления материалов, и направляете заполненную, проверенную форму сбора первичных данных региональному координатору, то есть либо мне, либо Татьяне Галине Михайловне не позднее 15 июля 2021 года. Со сроками понятно, да? Остановимся на требованиях к заполнению ячеек формы сбора первичных данных. То есть очень важно, чтобы вы размещали ссылки на документы и материалы напротив конкретной позиции оценивания. То есть для каждой ссылки своя ячейка. В одной ячейке размещается только одна ссылка. Две ссылки нельзя в одной ячейке размещать. Это связано с техническими моментами, когда уже потом Фиока будет обрабатывать ваши данные, чтобы вот таких вот сбоев никаких не происходило. В графе «Комментарий к ссылке» вы указываете наименование документа, который предоставляется для оценивания. То есть, например, ссылка в ячейке, да, а в графе «Комментарий» вы указываете приказ такой-то, такой-то, номер, дата и название, о чем приказ. И вот если документ превышает по объему 10 страниц, то указывайте номер страницы, на которой необходимую информацию может эксперт потом найти. Бывает так, что несколько документов размещается по одной ссылке.
И тогда вы должны будете эту ссылку продублировать для каждого документа в соответствующей ячейке, а в графе «Комментарий» указать наименование необходимого документа. То есть, может быть, у вас там на страничке сайта размещается несколько документов, и вы можете взять одну ссылку, да? Потому что бывает так, что когда мы с вами размещаем документы в формате PDF на сайте, то ссылка получается очень длинная на конкретный документ, да? Она не влезает в ячейку, ячейка расползается и так далее, то есть тоже нехорошо потом могут возникнуть какие-то технические проблемы. И тогда имеет смысл сделать ссылку, которая более короткая будет, но на страницу сайта, на которой размещены несколько документов. Да? И вот тогда вы делаете ссылку именно на эту страничку и в комментарии указываете, какой именно документ эксперт должен будет у вас посмотреть. Бывают такие материалы, которые вы не можете разместить в открытом доступе на сайте. Такие документы вы размещаете в закрытом доступе на каком-то специализированном хранилище. Да, это может быть облачное хранилище типа Google диска, да, это может быть Яндекс.Диск, да, либо облако в Майле, либо это тоже на вашем сайте, но страница, которая закрыта. Тогда в графе «Комментарии» вы должны указать логин, пароль или другие сведения, которые помогут эксперту ваш документ открыть и все-таки с ним познакомиться. Ну, конечно, я рекомендую лучше разместить такие материалы вот в облачном хранилище, да, и вы просто открываете доступ к этому хранилищу по ссылке, и ссылку размещаете, и, соответственно, человек, у которого есть эта ссылка, он к вашему документу доступ сможет получить. В таблице, которая нам представляется, да, форма сбора первичных данных, предусмотрена возможность разместить до 5 ссылок. То есть по каждой позиции оценивания не более 5 ссылок мы можем с вами разместить. При этом обратите внимание, что мы не должны создавать новые строки, столбцы и объединять ячейки. Это недопустимо, ну и технически это, в принципе, даже невозможно. Даже если вы это захотите, то сделать не сможете. Оценке будет подлежать содержание материалов, которые вы представляете в комплексе. При этом одни и те же материалы, они могут быть представлены по нескольким направлениям, если их содержание соответствует позициям оценивания каждого из направлений. Да, например, программа развития образования муниципальная, она может быть размещена в каждом из разделов, да, там, где у нас описаны цели раздела. Так, хорошо, коллеги у нас еще подключаются. Замечательно. Коллеги, если кто-то еще подключился, пожалуйста, в чате отметьтесь, что вы с нами, и я вас в своем списке обозначу. Существуют определенные требования к материалам, которые мы с вами будем размещать в форме сбора первичных данных. Обратите внимание, что нормативно-правовые акты, которые мы размещаем, они должны быть утверждены после вступления в силу федерального закона об образовании в Российской Федерации, да, то есть после 29 декабря 2012 года. Документы, принятые ранее, рассматриваться не будут. Все остальные материалы, те, что касаются проведенных мероприятий, мониторингов, анализа, разработанные адресные рекомендации и так далее, все это за последние 3 года представляем. При этом не подлежат оценке ссылки на новостную ленту официальных сайтов. Почему это происходит, как объясняли на федеральном вебинаре, что часто бывает так, да, что ссылка есть, а новости на сайте уже не существует, да, потому что это был, например, какой-то там анонс, который определенный срок только существует, и по истечении этого срока он исчезает. И ссылка не ведет уже никуда, да, поэтому нет нужды размещать ссылки на новостную ленту. Если у вас нет документов, подтверждающих проведение мероприятия, то данные ссылки на мероприятие тоже не будут подлежать оценке. Ну, то есть будет 0 поставлен. И необходимо размещать только те документы и материалы по тем направлениям, которые указаны в форме сбора первичных данных. То есть нет необходимости какую-то другую информацию размещать в виде текста, в виде таблиц, потому что они при проведении оценки учитываться не будут.
Так, коллеги, есть ли вопросы вот по организации заполнения формы сбора первичных данных? По требованиям к материалам, по формальным? Если вопросы есть, можете в чате их обозначить, либо на вкладочку «Вопросы». Так, хорошо. Еще коллеги к нам подключаются. Замечательно. Вот Сосногорска я пока не вижу, коллеги. Сосногорск у нас есть. Кайгородок пока не вижу. Прилузский район. Форма сбора первичных данных, коллеги, да, до 15 августа вы ее заполняете и направляете региональному координатору. То есть не до 15 июля, до 15 августа. То есть время есть. Коллеги, есть ли еще вопросы? Так, если вопросов нет, то тогда переходим к запланированным сегодня направлениям. Уже содержательно будем рассматривать эти направления и что конкретно мы там должны будем представить. Итак, напоминаем себе, что у нас с вами два механизма или две системы будет оцениваться. Это механизм управления качеством образовательных результатов, куда входит 4 направления. Это система оценки качества подготовки обучающихся, система работы со школами с низкими результатами обучения или школами, функционирующими в благоприятных социальных условиях, система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, и система по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. И второй механизм – это механизм управления качеством образовательной деятельности, куда входят 4 также направления: система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций, система обеспечения профессионального развития педагогических работников, система организации воспитания и система мониторинга качества дошкольного образования. Коллеги, на наших семинарах мы с вами уже рассмотрели систему выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи, рассмотрели подробно систему работы по самоопределению, профессиональной ориентации обучающихся. Завтра, кстати, приглашаю вас всех присоединиться к работе профориентационного форума с 13, по-моему, часов, да? Либо с 14. Информация есть на нашем сайте. Пожалуйста, подключайтесь. Много интересного. Наши спикеры, федеральные эксперты и региональные эксперты вам расскажут. Программа очень насыщенная предполагается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Коллеги, есть ли нам с вами необходимость подробно рассматривать систему работы со школами с низкими результатами обучения? Мы с вами это направление отрабатывали в рамках проекта «Эффективная школа», и сейчас в рамках проекта 500+ мы с этим направлением работаем. Мне кажется, что здесь нет необходимости подробно на нем останавливаться. Вся информация необходимая есть на сайте института в разделе «Проекты» и на платформе «Мобильный методист». Коллеги, вот по системе работы со школами с низкими результатами обучения я напоминаю, что большинство муниципалитетов, 16 муниципалитетов, в прошлом году разработали муниципальные программы поддержки школ с низкими результатами обучения. 14 муниципалитетов представили их на конкурс моделей перевода школ в эффективный режим функционирования. То есть программы вами разработаны, либо вашими коллегами. Программы размещены на платформе «Мобильный методист».
Если вдруг у вас их нет, вы можете их оттуда взять, либо ссылку разместить именно вот на платформу «Мобильный методист». Но лучше, конечно, если все эти материалы будут размещаться непосредственно на сайтах управления образованием. Коллеги, есть ли необходимость рассматривать подробно систему работы со школами с низкими результатами? Как-то прореагируйте, пожалуйста, обратную связь дайте. Мне кажется, что вот именно это направление, оно у вас достаточно уже выстроено, проработано, и здесь вы сможете материалы прикрепить по реализации мероприятий. Коллеги, не вижу обратной связи. Пожалуйста. Обозначьте, есть ли необходимость. Так, Книжпогост пишет «надо». Угу, так, у кого-то такой необходимости нет. Это у нас Усинск, да? Угу. Так, хорошо, коллеги. Ну, если у вас в муниципалитете есть еще какие-то мероприятия по поддержке школ с низкими результатами, кроме того, что вы участвовали в рамках проекта «Эффективная школа», то, конечно, эти материалы должны будут размещены. Хорошо, тогда мы этому направлению тоже какое-то время уделим с вами на следующей неделе, на наших следующих семинарах. Принимали участие в оценке в прошлом году у нас Сыктывкар, Сыктывдинский район, Книжпогосский район точно принимал участие. Печора принимала участие. То есть 8 муниципалитетов участвовали. Сейчас на память всех не смогу назвать. Удырский район точно принимал участие, да. Кайгородок. Усть-Кулом. Так, и кого-то еще одного. Инта. Да, вот все 8. Да, Удырский район, да, я назвала. И, кстати, Удырский район показал неплохой результат. Так, и, коллеги, вот сегодня мы с вами рассматриваем подробно систему мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций и систему обеспечения профессионального развития педагогических работников. Еще 3 направления у нас остается. Система организации воспитания. Здесь достаточно много требований предъявлено в методических рекомендациях ФИОКа. Я думаю, что имеет смысл на этом тоже остановиться. И новое направление – система мониторинга качества дошкольного образования. Думаю, что здесь тоже имеет смысл на нем остановиться. И также система оценки качества подготовки обучающихся. Ну, как правило, вот именно по этому направлению чаще всего, больше всего документов в муниципалитетах есть, и это направление закрывается неплохо. Тогда на следующей неделе мы запланируем семинары по системе организации воспитания и качества дошкольного образования. И если будем укладываться, если успеем, то систему оценки качества подготовки и туда же по работе со школами с низкими результатами мы с вами включим некоторые вопросы. Так, хорошо, идем дальше. Напоминаю, да, вот такой вот максимальный итоговый балл по результатам проведения оценки мы с вами можем набрать. Это 902 балла. Структура вот на данном слайде. Сегодня мы с вами рассматриваем систему обеспечения профессионального развития педагогических работников. Это 11% можно набрать. И система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций. Это 10%. Напоминаю, что оценивается полный управленческий цикл, который включает в себя цели, показатели, методы сбора и обработки информации, мониторинг показателей, анализ результатов мониторинга, адресные рекомендации по результатам анализа, меры и мероприятия, управленческие решения и анализ эффективности принятых мер. При этом в этом году каждая позиция внутри каждого компонента оценивается по 3 параметрам. В прошлом году только 1 параметр оценки был. Имеется, не имеется, да, и содержание оценивалось. Но тоже там было от 1 до 3 баллов позиций. Сейчас расписано уже по 3 параметрам. По каждому из них можно от 0 до 3 баллов набрать. И те
концептуальные документы, которые мы с вами представляем, то, что касается целей, показателей, методов сбора и обработки информации, мы должны представить. Далее идет блок процессуальных документов, который касается мониторинга показателей, анализа результатов мониторинга и адресных рекомендаций по результатам анализа. И третий блок – это управленческие документы, которые демонстрируют проведенные вами мероприятия и принятые меры, управленческие решения и анализ эффективности принятых мер. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций позволит вам набрать максимум 91 балл. Это направление включает прежде всего выявление динамики в эффективности деятельности руководителей образовательных организаций и в то же время выявление динамики качества работы образовательных организаций в целом, да, потому что именно от эффективности деятельности руководителя зависит эффективность деятельности образовательной организации. Да, если управленческий цикл пока не завершен, отдельные части тоже, конечно, будут оцениваться. То есть в идеале мы должны показать полный управленческий цикл, но если мы пока его еще только начали, да, и не завершили, отдельные компоненты тоже будут оценены, конечно. Просто там в выводе будет обозначено, что присутствуют отдельные компоненты управленческого цикла, что пока еще система до конца не сформирована, но отдельные компоненты есть, и, конечно, баллы будут набраны. Хороший вопрос, Маргарита. Да, конечно, оцениваться будет все. Я тоже задаюсь таким вопросом, потому что критерии меняются каждый год, и показать за вот то время, когда были направлены критерии, нам направлены они были в апреле, да, и что мы уже выполнили весь управленческий цикл до июля, это, конечно, совершенно нереально, поэтому мы показываем по тем направлениям, которые были обозначены еще в предыдущие годы, ну, и по тем направлениям, по которым действительно работа у нас выстроена. Да. Конечно, по каким-то критериям мы не сможем ничего еще показать в этом году, потому что мы эту работу даже еще не предполагали начинать. Но, по крайней мере, можно уже сформировать приказ о том, чтобы начать эту работу, да, и тогда мы его можем прикрепить уже в разделе «Цели», и там будет видно, что цели вы уже сформировали, и что работа вами будет организована в дальнейшем. То есть вот такую подсказочку я вам даю, да, если вдруг пока нечего у вас прикрепить по какому-то конкретному направлению, по какой-то конкретной цели, например. Эффективность руководителя образовательной организации определяется как, с одной стороны, да, как профессиональная компетентность, то есть совокупность знаний, умений, профессионально важных качеств, которые обеспечивают выполнение профессиональных функций, а с другой стороны, она проявляется через реальные результаты деятельности образовательной организации. Да? Поэтому мы должны учитывать и требования к профессиональным и личностным качествам руководителя образовательной организации и должны иметь в виду его готовность руководителя к выполнению функций с целью поиска оптимальных способов повышения эффективности работы образовательной организации в целом. Да? То есть не просто он хороший человек, но он еще и ведет свою образовательную организацию к достижению конкретных результатов. Напоминаю, что законом об образовании в Российской Федерации вся ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой, организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации закреплена за руководителем образовательной организации. При этом в основе деятельности руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, в аспекте осуществления качественного образования лежат федеральные государственные образовательные стандарты, да, которые регламентируют требования к результатам, к структуре, к условиям освоения основных образовательных программ. То есть вот об этом тоже мы с вами должны помнить, да, и это один из показателей, это вот то, что все, что делается в образовательной организации, делается на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов. При этом мы с вами помним, что образовательная организация должна обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ и соответствие качества подготовки обучающихся тем требованиям, которые установлены Федеральным государственным образовательным стандартом в виде планируемых результатов обучения. Конечно, презентация будет направлена в муниципалитеты. Предыдущую презентацию с прошлого нашего мероприятия я вам направила вместе с письмом приглашением на сегодняшнюю информационную сессию. Конечно, да, все материалы будут. И также мы материалы будем размещать на нашем сайте. В разделе «Качество образования» мы уже создали там отдельный подраздел «Оценка муниципальных механизмов управления качеством образования». Там все будет размещено.
И видеозапись, она в видеозале тоже размещена, и ссылочку мы на эту страничку разместим. То есть все, что вам необходимо, будет в вашем доступе, чтобы вы в любой момент могли обратиться, еще раз пересмотреть. И если уже там ничего не будет понятно, да, то в любой момент вы можете писать свои вопросы, и мы постараемся на них найти ответы и вам ответить. Итак, по циклу пройдемся. На начальном этапе мы с вами определяем муниципальные цели по направлению и перечень задач для реализации поставленных целей. По направлению мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций в целях мы можем набрать 15 баллов максимально. То есть мы помним, да, что это концептуальный документ, который определяет цели, например, муниципальная программа, концепция, положение, модель, методология и так далее. Если у вас это направление деятельности обозначено в муниципальной программе развития образования, то отдельный документ можно не прилагать, да, то есть вы прилагаете ссылку, опять же, на эту программу. Может быть, у вас разработана отдельная муниципальная программа как раз вот по развитию эффективности руководителей образовательных организаций. И тогда, конечно, вы ее отдельно будете сюда прикладывать, ссылочку. То есть это должны быть именно документы, которые содержат муниципальные цели, перечень задач, необходимых для реализации поставленных целей. И хорошо, если будет представлено еще и обоснование этих целей, и ваша муниципальная цель будет соответствовать цели региональной. Региональную цель, как мы с вами говорили, можно посмотреть в региональной программе совершенствования качества образования в Республике Коми и, соответственно, в комплексном плане по ее реализации. Итак, какие муниципальные цели мы с вами должны будем продемонстрировать, что будет оцениваться? То есть это должны быть цели, которые связаны с повышением качества управленческой деятельности, цели по формированию профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций, цели, связанные с обеспечением качества подготовки обучающихся, цели, связанные с формированием резерва управленческих кадров, цели, связанные с созданием условий для реализации основных образовательных программ. Это условия кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия. То есть вот эти формулировки желательно, чтобы они звучали в вашем концептуальном документе. Можно создать отдельную подпрограмму по развитию эффективности руководителей образовательных организаций, да, или по управлению качеством, да, развития эффективности руководителей образовательных организаций. И там предусмотрите вот эти формулировки. Далее оцениваются показатели. В качестве показателей могут выступать либо отдельно взятые показатели из общего перечня, если у вас общий перечень по всем направлениям идет, да, либо отдельные перечни показателей по конкретному направлению. Максимально можно будет здесь набрать 10 баллов. Важно, чтобы эти показатели соответствовали обоснованной вами цели и чтобы не было неэффективных показателей или показателей с негативными последствиями. Это тоже должен быть концептуальный документ. Все это может быть в одном документе собрано, цели, показатели. Да? Может быть отдельный документ, который утверждает показатели по направлению. Будут оцениваться следующие показатели. Это показатели по учету руководителей образовательных организаций, повысивших уровень профессиональных компетенций, показатели по достижению обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ, показатели по организации получения образования обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, показатели по формированию резерва управленческих кадров и показатели по созданию условий для реализации основных образовательных программ. И далее посмотрим, как могут быть сформулированы цель, да, и какие примеры показателей могут быть с этой целью взаимосвязаны. Итак, цель связана с учетом руководителей образовательных организаций, повысивших уровень профессиональных компетенций. Соответственно, здесь в качестве показателя может выступать доля руководителей образовательных организаций, то есть от числа всех руководителей образовательных организаций вашего муниципалитета, которые повысили уровень профессиональных компетенций. А вот здесь уже формы повышения уровня профессиональных компетенций, они могут быть самыми разными. То есть это не только курсы повышения квалификации, не только переподготовка, там, например, по менеджменту образования. Это могут быть разные формы. То есть уровень профессиональной компетенции. Да, об этом говорится в данном показателе. То есть даже если он принимал участие в серии семинаров, вебинаров, это тоже можно зачесть как повышение уровня профессиональной компетенции.
А также в качестве показателя может выступать доля руководителей образовательных организаций с высоким уровнем сформированности профессиональных компетенций от общего числа руководителей. То есть, ну, здесь уже имеется в виду на основании результатов диагностики. Да? То есть если вы провели диагностику профессиональных компетенций, управленческих компетенций прежде всего, да, то вы можете показать долю руководителей с высоким уровнем сформированности компетенций. Хорошо, если вы эту диагностику проведете, да, и если у вас будут эти результаты, потому что именно на результатах диагностики вы потом выстраиваете систему вашей деятельности. Следующую цель рассмотрим – это достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ. Что здесь может выступать в качестве показателей? Это может быть доля руководителей в образовательных организациях, которых 100% обучающихся, ну, например, 4 классов, достигли базового уровня предметной подготовки при освоении образовательных программ начального общего образования. Как мы это можем выяснить? Мы это можем выяснить по результатам всероссийских проверочных работ, либо республиканских проверочных работ, если они проводились, либо, может быть, муниципальные проверочные работы у вас проявились. Но обязательно условие, посмотрите, это обеспечение объективности на этапе проведения и при проверке работ. Коллеги, мы с вами знаем, что у нас есть образовательные организации, которые не обеспечили объективность результатов ВПР, да, совершили какие-то действия неправильно при оценке, либо при самой организации процесса проведения всероссийских проверочных работ, да, и оказались вот в этом списке организаций с признаками необъективности. Да, поэтому в данном случае мы этот критерий к ним применить не сможем. Да? То есть вот важное условие – это обеспечение объективности на этапе проведения и при проверке. А также может в качестве показателя выступать доля руководителей в образовательных организациях, в которых более 50% обучающихся 5-9 классов достигли высокого уровня предметной подготовки при освоении образовательных программ основного общего образования. Да? То есть по результатам ВПР, ОГЭ, опять же с обеспечением объективности на этапе проведения и при проверке работ. Очень важно создать в организации условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. И здесь в качестве показателей может выступать доля руководителей образовательных организаций, которые обеспечили создание этих самых специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. Что мы с вами имеем в виду, когда говорим о специальных условиях для получения образования такими ребятами? То есть это и условия обучения, и условия воспитания, и условия развития таких обучающихся. Они в себя включают использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания. Включает в себя использование специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов. Также одно из важных условий – это использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Также в качестве условий выступает предоставление услуг ассистента, помощника, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Обеспечение доступа в здание организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В принципе, вот каждое из этих условий может выступать у вас в качестве отдельного показателя. Да? Доля образовательных организаций, которые используют специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, в которых разработаны адаптированные образовательные программы, например. Или доля образовательных организаций, в которых проводятся групповые индивидуальные коррекционные занятия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. То есть здесь вот можно конкретизировать и каждый из этих условий как отдельный показатель использовать. Важная задача деятельности руководителей – это формирование резерва управленческих кадров. Этот резерв представляет собой группу специалистов, которые отвечают квалификационным требованиям, иным профессиональным требованиям, которые установлены действующим законодательством. И это именно те работники, которые по своим деловым, личностным, морально-этическим качествам способны осуществлять профессиональную деятельность на должности руководителя образовательной организации. То есть у вас в муниципалитете такой резерв должен быть сформирован. Либо, по крайней мере, должны быть проведены работы по его формированию. И здесь вот представлен достаточно большой перечень примеров, которые могут выступать в качестве показателей по достижению этой цели, по формированию резерва управленческих кадров
претендующих на должности руководителя образовательной организации. Это может быть общее количество лиц, которые зачислены в этот резерв, ваш муниципальный. Из них лиц, которые имеют планы индивидуального развития. Затем из них, которые имеют планы, выполнившие планы индивидуального развития за отчетный период на 100%. От 50 до 90%, менее 50%. Также в качестве показателя может выступать количество претендентов для включения в кадровый резерв, которые зачислены в отчетный период. То есть за год, например, да? Либо за 3 года. Количество претендентов для включения в кадровый резерв, назначенных на руководящие должности в отчетный период. Да? То есть показать, что резерв у вас работает. Не просто люди там в этом резерве, в этом списке значатся, но они и назначаются на руководящие должности. Наличие критериев отбора претендентов для включения в кадровый резерв. Наличие системы подготовки кандидатов, включенных в кадровый резерв. Механизм сопровождения профессионального развития руководителей. Наличие системы оценки эффективности работы руководителей. Доля претендентов для включения в кадровый резерв, для которых вы проводите личностно-профессиональную диагностику. Ну и, соответственно, доля претендентов, которые успешно эту диагностику прошли. То есть вот большое число, да, показателей может быть представлено по данной цели, и, соответственно, направления работы вами могут быть осуществлены по каждому из этих показателей. Еще одна важная цель деятельности руководителя образовательной организации – это обеспечение образовательной организации квалифицированными педагогическими работниками. Ну и, соответственно, здесь могут быть такие показатели, как наличие учителей с установленной первой и высшей квалификационной категорией, доля учителей с высшим образованием, доля молодых учителей до 35 лет, доля учителей со стажем работы до 3 лет. Ну и другие показатели, да, связаны как раз вот с возрастной и профессиональной характеристикой педагогических работников, тоже могут быть применены. Коллеги, как мы с вами уже сказали, бывают такие показатели, которые относятся к неэффективным, либо рассматриваются как показатели с негативными последствиями. В качестве примеров можно привести, например, долю выпускников 9 классов, имеющих итоговые отметки «хорошо» и «отлично». Мы с вами знаем, да, как эти итоговые отметки складываются. Не всегда это объективные отметки. Либо коэффициент превышения среднего балла ГИА-9 и ГИА-11. Либо показатель эффективности руководителей связан с распределением численности обучающихся, которые получили 2, 3, 4, 5. Либо показатели, которые характеризуют долю не сдавших ОГЭ и ЕГЭ по русскому математике по предметам по выбору. Либо когда мы с вами сравниваем средние баллы по процедурам оценки качества образования. Все эти показатели, они являются показателями с негативными последствиями, потому что когда мы с вами сопоставляем результаты образовательных организаций со средними по региону или по муниципалитету, то это может, как считает ФИОКа, демотивировать руководителей образовательных организаций, которые демонстрируют результаты ниже среднего. И эти руководители уже опускают руки, да, и дальше уже работу вести не хотят, не желают, что мы с вами иногда и наблюдаем. Например, в нашем проекте «Эффективная школа», в проекте 500+, очень сложно потом такого руководителя сподвигнуть на какие-то изменения, да, чтобы он также замотивировал свой педагогический коллектив на то, чтобы внести изменения в деятельность коллектива, да, разработать концепцию развития, программу развития, рассмотреть антирисковые меры, какие можно предпринять для того, чтобы все-таки повысить результаты обучающихся. И, конечно, когда мы с вами используем статистику по отметкам, по итогам оценочной процедуры без подтверждения объективности этой процедуры на этапе проведения, на этапе проверки работ, то это не позволяет осуществлять эффективное управление и принимать меры для устранения конкретных проблем. Для дальнейшего проведения мониторинга мы с вами определяем методы сбора и обработки информации по каждому из показателей, описываем эти методы. То есть, что у нас может быть? Может быть анкета, да, может быть тест, еще какие-то варианты. Да? То есть именно это методы сбора информации мы здесь описываем. То есть как мы с вами будем собирать информацию, как мы с вами будем эту информацию обрабатывать. И, как мы уже с вами говорили, очень важно, если мы с вами для этого используем какие-то информационные системы для сбора информации, для обработки информации, это дает нам
еще 1 балл дополнительный можно получить по этому показателю. Далее мы непосредственно проводим мониторинг, да, и описываем, прикладываем процессуальный документ, приказ о проведении мониторинга муниципальных показателей, либо письмо участникам образовательных отношений о предоставлении сведений по муниципальным показателям, выгрузку из информационной системы собранными сведениями в виде электронных таблиц. То есть это должен быть документ, который содержит сведения о проведении непосредственно самого мониторинга, о сроках проведения, об участниках мониторинга, об использовании результатов мониторинга показателей. То есть где потом будут использоваться результаты и как они используются. По данному направлению за мониторинг показателей можно будет набрать 15 баллов максимально. После осуществления мониторинга проводится анализ собранной информации, и за анализ можно будет набрать также 15 баллов. Очень важно, чтобы это был именно процессуальный документ, анализ результатов мониторинга муниципальных показателей, которые вы рассмотрели на заседании рабочей группы, направили участникам образовательных отношений, который обязательно подписан, утвержден кем-то, да, то есть документ должен быть именно документом. Очень важно, чтобы мы с вами могли применить элементы кластеризации при проведении анализа. Но здесь важно понимать, что если мы просто распределяем результаты по образовательным организациям, то кластерным анализом это являться не будет. То есть кластерный анализ предполагает выделение каких-то однородных групп по ряду признаков, которые вы в ходе мониторинга выявили. И, конечно, если вы определяете те факторы, которые влияют на результаты анализа, это тоже будет являться основанием для того, чтобы получить дополнительный балл. По итогам проведения анализа по каждому из показателей идет разработка адресных рекомендаций. Важно учесть те успешные практики, которые вы выявили в ходе проведения мониторинга, да, как эти успешные практики будут использоваться. Это тоже важно отразить в адресных рекомендациях по результатам анализа. То есть это могут быть какие-то материалы, не только рекомендации, да, методические материалы различного характера, но важно, чтобы они носили адресный характер, то есть были адресованы какой-то конкретной группе участников образовательных отношений. Рекомендации для обучающихся, рекомендации для учителей математики, для учителей физики, для родителей, например, да, и чтобы при разработке этих материалов вы именно учитывали результаты анализа проведенного. Далее следуют меры и мероприятия, направленные на совершенствование, работать 18 баллов. Эти документы, которые вы представляете для оценки, должны быть управленческими документами, то есть это может быть приказ о проведении мероприятия, либо письмо о проведении мероприятия, либо дорожная карта, или комплекс мер утвержденный, либо утвержденный план, да, по устранению выявленных в ходе проведения анализа недостатков, либо программа проведения мероприятия, подписанная обязательно, либо повестка, либо протокол проведения мероприятия. Да, то есть документы, которые подтверждают, что мероприятие действительно было проведено. Ну, как мы говорили, новостная лента сайта или из социальных сетей, она здесь приниматься не будет. Итак, какие меры и мероприятия по данному направлению рекомендовано оценивать? Это проведение профессиональных конкурсов для руководителей образовательных организаций. Коллеги, если у вас муниципальные конкурсы для руководителей образовательных организаций не проводятся, вы можете, например, сделать ссылку на конкурс «Республиканский лучший директор школы», если ваши представители в нем принимали участие. А если победили, то это вообще будет замечательно, да, и вы здесь министерский приказ по итогам конкурса можете приложить. Это может быть наличие программы по формированию резерва управленческих кадров. Мы с вами рассмотрели, там достаточно много различных показателей, на основе которых вы можете сформировать целую программу по формированию резерва управленческих кадров. То есть вы провели мониторинг, увидели, что такой программы у вас в муниципалитете нет, но она необходима, и здесь ее в качестве мер и мероприятий можете приложить. Наличие системы назначения руководителя образовательных организаций.
То есть эту систему надо описать, да, как у вас это происходит, как эта система выстраивается. И в качестве мер, да, это может послужить подтверждающим документом. Организация стажировочной деятельности для руководителей образовательных организаций по вопросам управления качеством образования. Я знаю, что во многих муниципалитетах такая работа проводится, поэтому, пожалуйста, документально ее оформите, закрепите, и можно будет здесь приложить как мероприятие. Принятие мер по развитию сетевого взаимодействия для руководителей образовательных организаций. Коллеги, даю подсказку, здесь можно привести в качестве примера взаимодействие школ лидеров и школ-участников проекта «Эффективная школа». Либо у кого в муниципалитетах опорные школы есть, да, взаимодействие опорной школы со школами муниципалитета. Либо даже межмуниципальное взаимодействие, возможно, организовано у вас с опорной школой. Принятие мер, направленных на реализацию программ развития образовательных организаций. Все такие меры и мероприятия мы с вами можем здесь представить, должны здесь представить прежде всего, да, потому что именно они будут оцениваться, их наличие. И по каждому из мер, по каждому мероприятию вы можете приложить до 5 ссылок, да, и, соответственно, до 5 подтверждающих документов о их реализации. То есть по сетевому взаимодействию здесь могут быть, например, ваши договоры о сетевом взаимодействии, приложены соглашения, партнерские соглашения, например, в рамках проекта «Эффективная школа». 16 муниципалитетов точно, 14 точно делали такие договоры в прошлом году, в 2020. Кто-то делал еще ранее. Тоже в качестве примера можно их привести. На платформе «Мобильный методист» они есть. Коллеги, помните об этом и используйте эти материалы. И по итогам проводимых мероприятий и принятых мер муниципалитетами принимаются управленческие решения, которые также должны включать сведения о сроках реализации, об ответственных, об участниках. Это должен быть управленческий документ, нормативный правовой акт, который должен содержать сведения о принимаемых управленческих решениях, о сроках, об участниках, об ответственных. 3 балла можно максимально заработать, и завершающим звеном управленческого цикла выступает анализ эффективности принятых мер, за который также можно заработать 3 балла. То есть это управленческий документ, это может быть отдельно проведенный анализ или отчетный документ. Он должен содержать в себе сведения о проведении мероприятий, о динамике замеряемых показателями явлений процессов, сведения о сроках проведения анализа эффективности. И итогом проведения анализа эффективности принятых мер является определение проблемы, которая ляжет в основу нового управленческого цикла. Итак, коллеги, мы с вами для получения максимальных баллов должны показать полный цикл управления от построения стратегии до проведения соответствующих измерений и использования результатов этих измерений для повышения эффективности управления. Свои контакты еще раз напоминаю. Лучше, конечно, писать на электронную почту, потому что в кабинетах мы не всегда сидим. Часто у нас различные мероприятия бывают. Почту мы просматриваем всегда и всегда стараемся ответить. Коллеги, есть ли вопросы по данному направлению, по муниципальной системе мониторинга эффективности руководителей? Можно вопросы сейчас задать в чате, либо во вкладочке «Вопросы», прежде чем мы перейдем к следующему направлению. Так, коллеги, кто еще у нас в чате не обозначился? Угу. Тоже можно это сделать. Коллеги, присутствует ли у нас Сосногорск? Пожалуйста, обозначьтесь. Прилузский подключился ли к нам? Так, да, Сосногорск слышит, Ирина, замечательно. Прилузский район. Светлана Викторовна, либо кто-то ее заменяющий. Так, и Кайгородский район, коллеги. Оксана Яновна, либо кто-то ее заменяющий. Да, я тоже хотела вам предложить, коллеги, сделать перерывчик небольшой. И затем продолжим. Давайте минуты 3 перерыв сделаем.
Ну, в чате вы можете писать, а я пока камеру отключу. Итак, уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу. Пожалуйста, отметьте в чате, хорошо ли слышно, хорошо ли видно. Хорошо. Так, коллеги, если кто-то к нам еще присоединился и в чате не обозначил свое присутствие, пожалуйста, сделайте это. Практически все муниципалитеты у нас представлены. К сожалению, я не вижу Прилузского и Кайгородского районов. Коллеги, Прилузский и Кайгородский районы. Если вы с нами, то, пожалуйста, в чате обозначьтесь. Очень хорошо, что в некоторых муниципалитетах по несколько участников. Вам не придется потом друг другу объяснять. И мы с вами все в едином ключе будем выстраивать нашу работу. Итак, коллеги, следующее направление, с которым мы с вами сейчас разбираемся, это муниципальная система обеспечения профессионального развития педагогических работников.
Ну, вначале напомним, да, что для чего мы все это с вами проводим, для того, чтобы выявить степень сформированности и эффективности функционирования системы управления качеством образования и на региональном, и на муниципальном уровне. Максимальный итоговый балл 902 балла, да, и система мониторинга, система обеспечения профессионального развития педагогических работников дает нам возможность получить 11% от общего количества баллов. Напоминаю, что оценивается полный управленческий цикл, желательно его представить, если нет возможности пока полный цикл представить, хотя бы его начало. То есть помним, да, что начинается все с постановки целей, с определения показателей, метода сбора и обработки информации. А меры и мероприятия, они обязательно должны быть связаны вот именно с нашими целями, показателями и так далее. То есть очень часто у нас бывает, что мы проводим мероприятия, даже как-то их системно выстраиваем, но не можем пояснить, почему именно это, почему именно так, потому что у нас отсутствуют предыдущие компоненты управленческого цикла. Мы с вами мониторинг не проводили, поэтому мы не можем обосновать, почему именно это мероприятие у нас с вами обозначено в качестве тех мероприятий, которые мы предполагаем эффективным, и мы не можем доказать его эффективность. Так, хорошо, коллеги у нас подключаются еще. Итак, система обеспечения профессионального развития педагогических работников. По этому направлению мы с вами можем максимально набрать 100 баллов. И вначале я бы хотела рассказать немножечко о том, как мы эту работу выстраиваем на региональном уровне в соответствии с федеральными задачами. А потом мы с вами подумаем, как мы эти наработки сможем применить для того, чтобы выстроить работу на уровне муниципальном. Итак, коллеги, сегодня мы говорим о том, что федеральные проекты, в которых заложена идея и достижение цели вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран по качеству образования, они претерпели некоторые изменения. И федеральный проект «Учитель будущего», он вошел в состав федерального проекта «Современная школа». Соответственно, несколько изменились и формулировки результатов этих проектов. И в качестве одного из результатов выступает создание единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников. Мы с вами очень долго этого ждали, да, чтобы были единые подходы к сопровождению педагогов, да, чтобы была обеспечена возможность повышения уровня профессионального мастерства всем педагогическим работникам, независимо от того, где они живут, где они работают, да, на каком уровне находится их образовательная организация, например, по материальному оснащению и так далее. Да. И все это позволяет нам переходить уже от оценки к управлению качеством образования. Да. Поэтому и проводится исследование именно механизмов управления качеством образования, региональных механизмов, муниципальных механизмов управления качеством образования. И мы с вами закладываем возможности использования оценочных процедур для обучающихся, да, таких как международные исследования, TIMSS, PISA, PIRLS, наши исследования в рамках государственной итоговой аттестации, ЕГЭ, ОГЭ, всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества образования. И также мы с вами используем возможности реализации оценочных процедур для педагогов, проводим диагностику профессиональных компетенций на федеральном уровне, на республиканском уровне, используем результаты международных исследований для того, чтобы определить профессиональные дефициты наших педагогов и для того, чтобы с этими профессиональными дефицитами работать, их нивелировать, да, помогать педагогам преодолеть эти профессиональные дефициты. Ну, тут пара слайдов из федеральных презентаций. Сегодня уже сформирована национальная система профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров. И здесь одно из важнейших направлений – это формирование эффективной системы повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников и расширение спектра возможностей их профессионального и карьерного роста. Да? Вот как раз над решением этой задачи мы работаем в институте в рамках создания центра
непрерывного повышения профессионального педагогического мастерства педагогических работников, который откроется у нас в сентябре и начнет свою активную работу. Ну, несмотря на то, что он еще пока у нас активно работать не начал, много мероприятий мы уже провели, именно построенных на идеологии этого центра и в которых участвуют уже те сотрудники, которые будут работать у нас непосредственно в этом центре. Цель единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников заключается в том, чтобы создать единое научно-методическое пространство по сопровождению повышения квалификации и непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с приоритетными задачами в области образования. Издана концепция создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников. И вот именно в этой концепции прописана деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Сегодня осуществляется модернизация существующих систем образования, структур и форм научного и методического сопровождения образовательных организаций работников сферы образования в целях развития кадрового потенциала и повышения квалификации педагогических работников Российской Федерации. На федеральном уровне федеральным координатором системы выступает Академия Министерства просвещения Российской Федерации и федеральные центры научно-методического сопровождения педагогов на базе образовательных организаций высшего образования. Академия Минпросвещения ведет единый федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования педагогических работников. И здесь уже в этом реестре вот буквально за несколько месяцев с начала года, с февраля, размещено уже 135 программ со всех регионов, в том числе и программа, разработанная нашим Институтом развития образования. На республиканском уровне формируются региональные инфраструктуры методического сопровождения, в которые включаются Республиканский институт развития образования и Республиканский информационный центр оценки качества образования и Республиканские методические объединения, методические советы, методические отделы, в том числе и тот центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, который в этом году у нас в институте создается. Для обеспечения возможности профессионального развития и роста каждого педагога предлагаются на уровне федерации такие меры, как участие их в деятельности профессиональных общественных ассоциаций педагогических работников, в том числе на базе педагогических университетов, участие в деятельности методических команд, как на школьном, так и на муниципальном и региональном уровне, то есть работа методистом. Мы с вами знаем, что внесены изменения в профессиональный стандарт педагога, и там есть квалификационный уровень педагог-методист, педагог-наставник. Работа наставника молодых специалистов или студентов в рамках регулярной практики, участие в экспертной деятельности на муниципальном, региональном и федеральном уровне. То есть все эти возможности сейчас педагогическим работникам у нас предоставлены. Коллеги, приветствуем, кто еще к нам присоединился. Да? Если вы еще не написали, что вы с нами, то, пожалуйста, в чате это отметьте. Таким образом, можно говорить, что сегодня существуют такие тренды, как быстрое реагирование на актуальные профессиональные запросы педагогических коллективов и отдельных педагогов, отдельных руководителей образовательных организаций. Быстрое конструирование адресных, в том числе коротких программ. Вот вы увидели, что вам необходимо у своих педагогов проработать какие-то конкретные компетенции. Вы пишете нам заявку, мы в течение нескольких дней разрабатываем программу, договариваемся, как и когда мы эту программу будем реализовывать. Да? То есть все это происходит достаточно быстро. У нас есть уже набор отдельных модулей, мы их определенным образом конструируем, соединяем по-разному, комбинаторику такую осуществляем и вам предлагаем соответствующую программу, которая будет удовлетворять именно вашим потребностям. Конечно, мы обновляем нашу материально-техническую базу, оборудование, программное обеспечение. Мы с вами знаем, что происходит обновление инфраструктуры дополнительного образования, да, создаются точки роста в школах, создаются IT-кубы в муниципалитетах, создаются кванториумы, существует у нас мобильный кванториум, который также позволяет нам с вами обновлять нашу материально-техническую базу, ее совершенствовать. И, конечно, очень важно, чтобы и на уровне региона, и на уровне муниципалитета были сформированы площадки для обмена инновациями и для реализации программ так называемого горизонтального обучения, наставничества и менторства.
Ну, поэтому мы с вами должны сейчас работать по такому алгоритму. То есть первым делом мы выявляем дефициты профессиональных педагогических компетенций, удовлетворяем образовательные запросы разных категорий педагогических работников, коллективов и управленческих кадров и учитываем при этом специфику школ с разным техническим оснащением, и при необходимости мы должны с вами предусмотреть возможности каким-то образом компенсировать эти материально-технические дефициты. Сегодня на уровне республики уже сложилась система профессионального роста педагогов. Начинается все с определения образовательных потребностей и профессиональных дефицитов. Это вот то, что лежит в основании корней дерева. Да? Ствол дерева – это наши программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, то есть уровень формального образования. Да? Затем вот ветви – это уровень неформального образования, наши вебинары, семинары, открытые курсы, работа в методических объединениях, участие в профессиональных конкурсах. И все это способствует тому, что развивается цветы и плоды, да, листья. Предметная компетентность педагогов, методическая компетентность, психолого-педагогическая и коммуникативная компетентность. Кроме того, мы выстраиваем механизмы для построения персонифицированных и индивидуальных контентов. То есть на основе результатов внешних оценочных процедур определяются типичные ошибки обучающихся, трудности при выполнении заданий и соответствующие затруднения педагогов в определении проверяемых предметных и метапредметных умений и в их формировании. Затем мы сопоставляем результаты аттестации и профессиональной диагностики по предметным компетенциям, по методическим компетенциям, по коммуникативным компетенциям, учитываем профессиональные деловые качества педагогов, результаты профессиональной деятельности и даем педагогам рекомендации по совершенствованию профессиональной квалификации, определяем направленность программ ДПО, выстраиваем индивидуальные образовательные маршруты, которые включают в себя не только обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, но и участие педагогов в семинарах, информационных проектных сессиях. И затем проводится повторная диагностика, которая позволяет нам сделать выводы о том, насколько произошла динамика профессиональных компетенций педагогов. Сегодня мы уже выстраиваем такую модель, уровневую модель управления оценкой компетенции. На региональном уровне у нас есть региональный координатор, это институт и отдельные наши специалисты по разным направлениям. А также с нами работают тьюторы предметные, которые в последующем будут работниками нашего Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, и учителя-методисты тоже привлекаются. На муниципальном уровне в каждом муниципалитете определены муниципальные координаторы по профессиональному развитию педагогов. Наверное, некоторые из них сегодня с нами тут совместно работают, поскольку координируют несколько направлений. Ну и на уровне образовательной организации это управленческая команда и педагоги. Коллеги, напоминаю, что республика участвовала в диагностике профессиональной компетенции педагогов и руководителей образовательных организаций в 2020 году. Проводилась апробация модели оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. По заявке Рособорнадзора принимали участие учителя начальных классов, руководители образовательных организаций и учителя по предметам. Также в 2020 году была проведена диагностика профессиональной компетенции учителей математики, физики и химии. Практически все учителя в этой диагностике принимали участие. Проводил ее Федеральный институт оценки качества образования, ФИОКа. То есть были выявлены профессиональные дефициты у учителей-предметников. И также в прошлом году были организованы курсы повышения квалификации, совершенствования предметных и методических компетенций, в том числе в области формирования функциональной грамотности, в ходе которых проходила входная итоговая диагностика. Курсы проводились Академией Минпросвещения Российской Федерации. Тоже очень много у нас учителей принимало участие, учителя-предметники по 5 предметам. И в этом году работа по завершению обучения на этих курсах, она продолжалась. И все, кто не смог завершить обучение в прошлом году, могли сделать это в этом году. Некоторые результаты по диагностике ФИОКа представлены на данном слайде. Диагностический инструментарий включал в себя анкету и включал в себя диагностическую работу по различным темам, связанным с предметными и методическими компетенциями.
педагогов. И мы видим, что общие результаты таковы, что по математике, например, у нас результаты более-менее неплохие. Да? Самые лучшие результаты по физике. Первый этап – это методический актив, да? То есть это отобранные учителя, которых вы предлагали в качестве тех учителей, да, которые могут войти в методический актив и стать тьюторами. То есть вот первый этап, да, это люди, которые уже целенаправленно были отобраны, и, соответственно, они показали более высокие результаты. Если мы посмотрим по второму этапу, это все остальные учителя, то здесь мы увидим, что самые большие трудности возникли у учителей химии. До 33% показали результаты 6% участников. Но в то же время учителей химии достаточно большое количество тех, кто показал от 51 до 66%. Но высоких результатов мы здесь не увидели. Самую большую сложность вызвали задания, связанные с метапредметными технологиями и связанные с мотивацией обучающихся. И также с индивидуальным подходом к детям с ОВЗ. По предметной подготовке особых сложностей не было, по планированию уроков особой сложности не было. Ну, вот эти вот направления, связанные с мотивацией и метапредметными технологиями, вызвали наибольшие затруднения. Курсы повышения квалификации проводились в Академии Минпросвещения с июля по декабрь 2020 года. И здесь тоже использовалась интересная диагностическая методика, которая включала в себя предметный модуль, методический модуль и модуль, связанный с функциональной грамотностью. Тоже были у некоторых учителей сложности, были выявлены их профессиональные дефициты, и в ходе прохождения курсов работа с этими профессиональными дефицитами проводилась. На основе результатов всех этих диагностических процедур институт осуществляет персонифицированное сопровождение педагогов. То есть сегодня мы уже готовы к тому, чтобы для каждого педагога выстроить индивидуальные образовательные маршруты. Начинается построение индивидуального образовательного маршрута с диагностики и оценки профессиональных дефицитов учителей. Очень важно, чтобы каждый учитель осознал свои профессиональные дефициты. Мы ищем оптимальные способы для ликвидации этих профессиональных проблем, преодоления затруднений и дефицитов через различные формы организации совместной деятельности и оказываем персонифицированную помощь учителям через индивидуальные образовательные маршруты. Сегодня у нас уже по индивидуальным образовательным маршрутам прошло достаточно большое количество педагогов. Это и учителя школ с низкими образовательными результатами по математике, по физике, по химии, по биологии. И также это те учителя, которые показали низкие результаты по диагностике ФИОКа. Также мы говорим о том, что в систему индивидуальных образовательных маршрутов у нас включаются и классные руководители, для которых предлагаются самые разные формы включения в профессиональную деятельность по преодолению профессиональных дефицитов. Это и наши республиканские семинары, это и онлайн-школы, это и курсы повышения квалификации. То есть важно помнить, да, что индивидуальный образовательный маршрут – это не только повышение квалификации, да, но и это самые разные формы. Чуть дальше немножечко о них расскажу. Конструирование образовательного индивидуального маршрута начинается с результатов профессиональной диагностики, в ходе которых мы анализируем, да, их и выявляем дефициты профессиональные. Затем организуем систему сопровождения на уровне формального образования через программу повышения квалификации, составляем региональные планы, карты учебных занятий. И для каждого педагога формируется его индивидуальный образовательный маршрут. Повторная профессиональная диагностика, она как раз показывает, насколько педагог смог сформировать свои профессиональные компетенции и преодолеть профессиональные дефициты. Конечным результатом прохождения индивидуального образовательного маршрута выступает способность педагога переносить свои знания и умения, которые он освоил в процессе освоения индивидуального образовательного маршрута, на новые объекты педагогической деятельности. Когда мы формировали
списке, да, тех педагогов, которые должны принять участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, мы информацию собирали в том числе и от муниципалитетов, коллеги. Вы можете найти вот те заявки, те письма, которые вы нам направляли, да, с указанием фамилии педагогов, да, это же были у вас официальные письма нам направлены, и вы можете их в качестве документов приложить в соответствующих ячейках вашей формы сбора первичных данных. Итак, индивидуальный образовательный маршрут включает в себя самые разные формы учебных занятий. Это и семинары, и вебинары, это практикумы, тренинги, кейсы, мастер-классы, индивидуальные групповые консультации, стажировки. Мы разработали технологическую платформу для сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов. Здесь каждый педагог, который включен в индивидуальный образовательный маршрут, может увидеть те виды занятий, которые ему назначены, да, может подключиться непосредственно к каждому из этих видов занятий. Сейчас эту платформу мы закрыли пока временно, дорабатываем, прорабатываем новые возможности, которые мы выявили еще в ходе реализации вот 2 индивидуальных образовательных маршрутов. И эта платформа будет доработана с учетом вот тех открывшихся нам возможностей. Итак, коллеги, вот вкратце я такой обзор сделала по нашей региональной системе поддержки педагогов, их профессионального роста. И мы с вами видим, да, что многие из этих элементов вы можете использовать и для того, чтобы сформировать систему работы на муниципальном уровне. Итак, посмотрим по нашим компонентам цикла управленческого. Цели, муниципальные цели, которые будут проверяться. Это цели по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников. Да, вот участие как раз в диагностике, оно будет являться, да, подтверждением реализации данной цели. Цель по повышению профессионального мастерства педагогических работников, по поддержке молодых педагогов в реализации программ наставничества, по поддержке методических объединений и профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне, по организации сетевого взаимодействия педагогов на муниципальном уровне, по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета, по осуществлению научно-методического сопровождения педагогических работников. То есть по целям, по данному направлению можно набрать максимально 21 балл. Далее, показатели. По показателям можно максимально набрать 10 баллов. Ну, давайте посмотрим, какие показатели будут оцениваться. Это показатели, связанные с учетом работников, прошедших диагностику. Показатели по повышению профессионального мастерства педагогических работников. Показатели по осуществлению методической поддержки молодых педагогов по реализации системы наставничества. Показатели по реализации сетевого взаимодействия педагогов, то есть методических объединений, профессиональных сообществ на муниципальном уровне. И показатели по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета. Посмотрим примеры, какие можно реализовать. Итак, если мы возьмем цель выявления профессиональных дефицитов педагогических работников, то здесь в качестве показателя может выступать доля педагогов в разрезе учебных предметов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов от общего количества педагогов в разрезе учебных предметов. Вы направляете своих педагогов для прохождения диагностики профессиональных дефицитов в институт. Соответственно, у вас есть письма, да, о том, что вы этих педагогов направляете. Можете сформировать приказ о направлении данных педагогов для прохождения диагностики. Вот буквально сейчас у нас проходит 29 июня, да, будет проходить диагностика учителей-предметников для участия в новых курсах Академии Министерства просвещения, Школа современного учителя. И соответствующий приказ вы можете уже приложить. В сентябре еще несколько муниципалитетов тоже будут участвовать в данной диагностике. А методисты уже эту диагностику прошли, и соответствующие приказы вы тоже можете прицепить. И также доля педагогов по каждому из видов дефицитов. Тоже такой показатель может быть предложен. Следующая цель – обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими работниками. Здесь могут быть показатели, связанные с наличием у учителей
первой и высшей квалификационных категорий. Это может быть доля учителей с высшим образованием, доля молодых учителей, доля учителей со стажем работы до 3 лет и другие. Важная цель связана с поддержкой молодых педагогов и реализацией программ наставничества педагогических работников. Здесь хочу напомнить, что у нас с вами есть на нашем сайте КРИРО баннер вот как раз на Центр непрерывного повышения педагогического мастерства. Он еще пока, этот сайт, заполняется информацией. И есть сайт Республиканский методический центр по внедрению целевой модели наставничества наставник.криро.ру. Именно на этом сайте представлены различные документы федерального, республиканского уровня, информация о республиканских мероприятиях, семинары, вебинары, конкурсы, информация о кураторах по муниципалитетам тоже на данном сайте представлена. Да? И каким-то образом вы эту информацию тоже можете использовать для того, чтобы заполнить свои карты, формы первичного сбора данных. Примеры показателей, какие могут быть по достижению данной цели. Это может быть количество проектов по поддержке молодых педагогов, реализуемых в муниципалитете. Да? Вы можете здесь в том числе, наверное, использовать и количество молодых педагогов, которые участвуют в республиканском проекте «Молодые педагоги». Буквально на этой неделе у нас с 24 по 26 будет проходить хакатон молодых педагогов. Учитель будущего формируется сегодня, вы можете приложить, соответственно, приказ о направлении педагогов на данное мероприятие. Почему бы и нет. А также это может быть доля молодых педагогов, охваченных мероприятием в рамках проекта по поддержке молодых педагогов от общего числа молодых педагогов. Наличие, то есть количество программ наставничества, реализуемых в муниципалитете. В каждой образовательной организации у вас есть кураторы. Да, информация как раз на сайте наставник.криро.ру размещена о кураторах по каждой образовательной организации. И, в принципе, вы можете с ними работать. Доля педагогов, участвующих в программах наставничества общего числа педагогов. Доля педагогов, которые сопровождаемы педагогами-методистами, прошедшими региональный отбор. Наличие программы поддержки методических объединений профессиональных сообществ молодых педагогов. Я знаю, что в некоторых муниципалитетах такая работа, она организована, в том числе и при участии профсоюза работников образования и науки республиканского. Эту информацию тоже можно будет грамотно представить и использовать. Если мы рассмотрим цель выявления кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета, то здесь в качестве показателя может выступать обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами, доля молодых педагогов от общего числа педагогов, доля педагогических работников пенсионного возраста от общего числа педагогов, доля учителей-совместителей от общего числа педагогов, доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета, важные моменты, в соответствии с профстандартом. По цели организации сетевых форм взаимодействия педагогов можно предложить такие показатели, как доля педагогов, включенных в сетевые сообщества от общего числа педагогов, количество методических объединений профессиональных сообществ педагогов. И вот здесь, коллеги, можно было бы еще и активизировать участие педагогов в работе республиканских методических объединений. У нас есть муниципалитеты, в которых вообще ни одного педагога не представлено по каким-то отдельным республиканским методическим объединениям по каким-то предметам. То есть вот здесь эту активизацию можно осуществить и можно будет приложить, например, мы можем сделать вам выгрузку по каждому РМО, сколько педагогов зарегистрировано от вашего муниципалитета. Цель – создания системы научно-методического сопровождения педагогических работников, управленческих кадров, обеспечивающей повышение квалификации и непрерывное развитие профессионального мастерства. И здесь могут быть такие показатели, как доля педагогических работников, прошедших обучение в инновационных формах обучения, да, например, в формате стажировки, доля педагогических работников, принимающих участие в деятельности профессиональных ассоциаций объединений педагогов, доля образовательных организаций, в которых организовано взаимодействие и взаимообучение работников. Здесь, кстати, опять же напоминаю о проекте «Эффективная школа», в рамках которого школы-лидеры создавали программы тьюторского сопровождения. И, кстати, вот да, наверное, эти документы, они могут быть и
к этому направлению тоже приложены программы тьюторского сопровождения, потому что там у вас как раз идет взаимообучение работников. Доля педагогов, обобщивших и презентовавших свой опыт работы на муниципальном, республиканском уровне. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в отчетном году. Да, это может быть обучение на курсах Академии просвещения, обучение в Институте развития образования, в других организациях. Доля педагогов, проходивших или завершивших индивидуальный образовательный маршрут в КРИРО, да, то есть тех, которые еще проходят, находятся в процессе, да, и тех, которые завершили. Все такие показатели вы можете использовать для реализации данного направления. Неэффективные показатели какие могут быть в данном случае? Это использование при оценке преподавания педагогов результатов государственной итоговой аттестации. Или, например, доля выпускников, которые не получили аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании от общего числа выпускников выше среднего по муниципальному образованию. Ну, как мы уже говорили, да, такие сопоставления результатов со средними по региону, муниципалитету могут демотивировать руководителей, и использование статистики по итогам оценочной процедуры без подтверждения объективности тоже не могут быть использованы в качестве показателя. Ну, далее, за методы сбора и обработки информации можно получить 3 балла, как по всем направлениям. За мониторинг показателей 15 баллов. Думаю, что здесь мы уже останавливаться подробно не будем. Анализ результатов мониторинга 15 баллов. Адресные рекомендации дают нам 9 баллов максимум. Меры и мероприятия 21 балл. Давайте посмотрим, какие меры и мероприятия будут оцениваться по данному направлению. Это проведение мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников. То есть это могут быть мероприятия муниципального уровня, да? Это могут быть и мероприятия регионального уровня, на которые вы по приказу направляете, да, для участия ваших педагогических работников. Например, проходила у нас стратегическая конференция республиканская. Вы приказом направили для участия в этой конференции своих педагогов муниципалитета. Мне кажется, что в данном случае это можно было бы приложить в качестве подтверждающего документа. В этой стратегической конференции у нас принимали участие многие представители муниципалитетов на разных площадках. Можно будет приложить приказ о направлении для участия, да, представлении доклада, представлении опыта. Следующее направление, следующее мероприятие, да, это проведение конкурса профессионального мастерства педагогических работников. То есть здесь может быть и конкурсы муниципального уровня, и участие ваших педагогов на республиканском уровне, победы на республиканском уровне. Да, итоговые министерские приказы по профессиональным конкурсам можно сюда прикладывать. Принятие мер, направленных на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества. Здесь вот тоже участие в конкурсе наставников и молодых педагогов тоже в качестве примера можно привести. Организация методической помощи методическим объединениям образовательных организаций, в том числе развитие сетевого взаимодействия на уровне муниципалитета. Ну, я думаю, что здесь у вас достаточно много мероприятий проходят. Методические объединения муниципальные работают. И соответствующие документы о проведении заседаний, протоколы заседаний вы можете приложить. Организация методической работы с педагогическими работниками на основе результатов различных оценочных процедур, оценки качества подготовки обучающихся. То есть вот здесь важно тоже это направление представить. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества научно-методического сопровождения педагогических работников. И принятие мер, направленных на устранение кадрового дефицита в образовательных организациях. Например, да, участие в проекте «Земский учитель», сетевое взаимодействие в рамках реализации образовательных программ. Все это также здесь может быть представлено в качестве подтверждающих документов. И напоминаю о некоторых ресурсах, которые разработаны институтом, используются на уровне республики, где вы можете найти дополнительную информацию, которую вы также можете использовать. Материалы, размещенные на них, в качестве подтверждающих документов. Да? Но обязательно нужно показать связь
муниципалитета с этим ресурсом. По итогам проводимых мероприятий и принятых мер принимаются управленческие решения. 3 балла можно по управленческим решениям получить. И анализ эффективности принятых мер также нам дает возможность получить 3 балла максимально. Ну, напоминаю, что для получения максимальных баллов мы должны показать полный цикл управления от построения стратегии до проведения соответствующих измерений, использования результатов этих измерений для повышения эффективности управления. Так, коллеги, у меня все по данному направлению. Если у вас есть какие-то вопросы, может быть, какие-то предложения, может быть, какие-то возникли идеи по поводу того, как мы с вами можем это направление продемонстрировать через документы, можно в чате высказаться. Так, коллеги, вопросы, предложения, предположения. Может быть, какие-то идеи у вас возникли. Угу. Так, коллеги, вот такое время для наших встреч вам удобно? Либо вам удобнее в первую половину дня собираться? Удобно, да? Хорошо, тогда на следующую неделю мы планируем 2 встречи точно, возможно, 3-ю встречу тоже запланируем. Я вижу, что сегодня у нас много участников. 36 участников с нами совместно работают. Да, хорошо. Коллеги, если вопросов нет, то тогда на этом мы работу завершаем. Так, сейчас, коллеги, я открою вам возможность скачать файлы непосредственно здесь. И рассылочку тоже мы сделаем сразу, наверное, тоже с письмом, со ссылками на следующий семинар. Коллеги, попробуйте скачать. Отметьте, получилось или нет. Видеозапись будет размещена в видеозале на сайте и в специальном разделе, который мы сейчас уже формируем. Скачали. Замечательно. Хорошо. И, пожалуйста, будем пользоваться этими материалами. Надеюсь, что у нас все получится, и результаты будут лучше, чем в прошлом году, поскольку теперь мы уже с вами понимаем, что и как надо делать, и на будущее уже понимаем, как организовать свою работу, как выстроить системно работу в муниципалитете по отдельным направлениям. Коллеги, спасибо за активную работу. Вопросы вы можете направлять также на электронную почту. И на следующей неделе мы с вами встретимся. До свидания.